Чё, Серега, как? Вот так. Нормально? Забыл в избе поджопник. Под жопу все наметает. Снега очень много, закидывает. Впереди вот такая непролазная чащоба. Сейчас посмотрим, как мы ее преодолеем. Ну что, поехали? Вперед! Сейчас уже не так страшно. В прошлый раз, когда здесь пробивался, вообще труба была. Вот по таким дебрям пробивался. Сейчас хоть знаю, что... Опа. Как бы никаких подвохов, ни пеньков, ничего нету. В прошлый раз. Сейчас вот будет... Вот он как-то вот так вот валит все. Наш маленький ураган-бульдозер. Да. О, лосики ходили. После меня уже лось переходил. По моей буранке хотел пройти, видать, проваливается. Но свете свежий, он хотел, он туда пошел. О, тоже после меня глухарь или что, я не понял. Но видно, что где меньше народу, там больше дичи, больше зверя. Ну и чем дальше мы от цивилизации, тем опаснее становится наше передвижение. Потому что, не дай бог, что-то где-то, это очень далеко от дома. Вон куничий след, куница ходила. Все, выезжаем на болото. Теперь вдоль болота и скоро мы будем на озере. Дай бог. Телефон? Да. Надо силиконовый брать. Он от пауэрбанка еще вот держит батарею, а так бы он сразу сел бы. Ну что, друзья, вот с Божьей помощью мы наконец-то с Серегой приехали на место. Вот здесь я тогда поймал вот 4 вот этих окуня, как бы вот здесь возле этих кустиков, как бы бывают поклевки. Бродни мои колом встают. Я в броднях. Это не минус 60 и не минус 50, даже не минус 40, это где-то минус 20. В общем, уже солнышко вон спряталось. Но будем пробовать, доставая ледобур. Сразу вроде, ну-ка, вроде подсохло. Подсохло, да, это хорошо. Сухо, видно, воды нет. Тогда в прошлый раз здесь было все вода, видать, морозы подсушили. Нет, сухо, вот. Но это хорошо, да. Но надо будет почистить все это, потому что сейчас мы будем буриться, вода выступит все равно. И где-то вот в этом месте мы, наверное, и построим нашу палатку сейчас. Но сначала пробуримся, чтобы вода вышла хоть, подсушила, я не знаю как. В общем, будем заниматься делами. Сначала пробурим пару лунок, наверное, попробуем, да, пока не замерзнет совсем. Для азарта сейчас. Да, попробуем. Ну а потом натянем палатку и на завтрашний день уже. Надо было лопату взять, наверное, все это обойду. Сейчас будем пробовать. Все, почистим. Ладно, убираем камеру. Заодно согреемся. Да-да-да. Будем чистить. Это точно. Друзья, пока я утаптывал тут тропинки, дорожку, озеро наконец-то немного промерзло. Вон Серега что творит. Вон. Ну да, это ты нормальную. Забыл свои удочки, взял вот мою, эту безмотылочку, которая. Да. И вот он первый окунь сразу хапнул, да? Сразу я глубину только начал проверять. И так что это, друзья, дает надежду, что в морозный день
окунь поклюет все-таки, и мы что-нибудь дополовим. Все, я достаю быстренько блесну и тоже начинаю пробовать. Янцакадан. Нормальный что, окушок? Блин, палатку надо натянуть, наверное. Я или... уже счастлив. Уже счастлив, да? Я уже счастлив. Отлично, отлично, Серега. Ну-ка давай повторение сразу. Без опарыша на подбутылку. Ну, Да, это... я просто опустил. О, начал- все, глубина. начал- Сейчас. Ты глубину нашел уже Да, я начал проверять глубину. и сразу он- ударила, И да? он сразу ударил. Ну это типа гвозди кубика золотой. Ну. А что так низко-то? Повыше бы стоя бы удобнее было, наверное. Причем он взял на, получается, на эту. На стоящий. То есть не на Сейчас я блесенку одену тоже, пока батарея не села. Палатку успеем мы поставить. Во, Серега. Что, клюнуло? Была поклевка, да. Видишь, блунки сразу махом замерзают. Моментально замерзает. Так что сейчас не успел накатать. Я хотел накатать здесь дорожку, но не будем пугать уже. Ты как блесну играй, она будет хапать, наверное. Я так думаю. Если она даже без опарыша хапает, сейчас блесенку, наверное, по-любому будет. Да, только эта катушечка немного. А, ты резину, наверное, это размоталась. Да. Ну, там резина должна быть замотана. Ты сам размотал ее? Да, я ее сам размотал. Зачем? Она специально сделана была, чтобы прижимала. Мне глубину надо было. А так просто отцепил рукой, да и все. Ага. Нажимаешь так же, все. А, Не надо было нажимать, как это. У меня пружина выпала, я просто резиной зажал. что, половим? Все, давай тоже достаю блесенку и начинаем. Упала. Так, ну что, друзья, вот и стемнело. Первый окунь, который так быстро клюнул. Где он есть? Вот он. Вот он. Ну-ка подними, Серега, его. Посмотрим его поближе. Вот мы уже видели его. Клюнул сразу, подразнил, и больше не было ни одной поклевки. В общем, просто так не сидели, покатались по озеру, сделали тропинки. Лед подсох, но он очень тонкий, верхний. Снизу также каша. Вот здесь вот наморозили вот такой участочек завтра на палатку. Сколько тут лунок? 20, наверное. Пробурили 25. Натоптали снега здесь. Все, залили. Завтра здесь будет уже как каток замерзнет. И подкормили все лунки говяжьей кровью. Ведро крови было. Не знаю, спасет, не спасет ситуацию, но хуже не будет, это точно. Вон, накрошили тут везде. В общем, залили территорию, приготовили под палатку. Покатались, там поарбурил, здесь побурил. В общем, приготовили плацдарм для завтрашней рыбалки. Палатку пока натягивать не будем, потому что лед сырой, она просто примерзнет. Завтра будет лед сухой. Ветра не ожидается. Оставили все здесь на льду. То, что нужно для рыбалки. Остальное, ну, в принципе, что остальное? Короче, один бур забираем. Ну, и бензопилу, топор. Да, едем. Ну, слышно, да, замерзает на ходу. Едем в избу. Будем готовиться к ужину, готовить дрова. А завтра с утра пораньше по темноте сюда приедем. И посмотрим мы еще кто кого. Да, Серега? Да, еще все впереди. Завтра целый трудовой рабочий день. Ну да. Ну будет. все, погнали в избу. Прибыли. Наконец-то в избушечку. Что там у нас? Минус 36,8. Вот это да. Рыбачки, а в избе 4 всего. Как-то вот так вот происходит наша рыбалка. Мы уже рыбаки. Серега уже одного окуня выловил, и как он сказал, он уже счастлив. Да, погода испытывает нас на прочность. Как-то мы уже хариуса ловили по такой температуре. 36,8. Обалдеть. У меня ураган фырчит, пырчит, пердит, но едет. Дымит, коптит, но едет. Молодец. Все. Прибыли, это уже хорошо. Топим избу. Греемся. По кружечке чая.
И пойдем готовить дрова. Сегодня их очень много уйдет. Все. Ну, в избе уже хорошо. Вот такая вот аппаратура вся во льду, которая совсем ничего не хочет работать. Все еще впереди. Да, жаркое. Хотели сделать жаркое, а там снег, лед. Да. Пока ездили на рыбалке, все замерзло. А не было нас где-то... Часа 2, наверное, Не, да? мы в 12 уехали, сейчас уже. А, сейчас 16:40. Сейчас 16:40. Что у нас по градусу? Уже 36,3. 37,4 самое холодное было. Не вижу ни хрена. ну, практически 38 будет. О, а в избе уже 13,5. Пришли, сколько, 4 градуса было? Да. Печка хорошая, быстро нагревается Ну и быстро остывает. и быстро остывает, да. Так, сейчас согреем что-нибудь да перекусим. Ох, маль, это не зима. Так, уже немного потеплее, уже немного потеплее. А печка в избушечке все греет. 34,7, 34,9. Это 35 градусов тепла в избе и минус 36. Та-да-да-та-да-та-та. Даже интернет немного поймала. Так. Его пока, конечно, надо выключить, потому что просто хотел посмотреть, что да как там дела. Ну, интернет вообще никакой не грузит. Еле-еле ешка. Как-то выключить теперь его, а пока сейчас нет. Ну, чуть не сказал, рыбалка про... Все, пусть на паузу. Так. Рыбалка продолжается, да? Да. Съездили. День продолжается. День еще будет очень долгий. Ну как? 7 минут 6. Ну, уже как бы прогресс. Но я так думаю, часиков до 7-8, наверное, посидим. Потом Пойдем дров заготовим еще. Потом дрова-то можно и раньше, да, надо где-то сырые дрова найти, попробовать, чтобы так, потому что нам придется, не знаю, график кочегарки потихоньку надо будет. Дрова сухие, как порох, сгорают, надо сырые что-то нагреть избу, чтобы она прогрелась полностью, и потом сырые, и чтоб шаялась, в спальник залезть. У меня-то один-то спальник-то тот хороший, на овечьем меху. Там написано до минус 30. Что-то я сомневаюсь, если я в этом спальнике выйду и в трусах разденусь. Но до минус 2 трусах спал на плоту. Сейчас что-то мне... У меня был такой случай. Если бы сам это на себе не испытал, спал в спальнике, голова снаружи была в палатке еще зимой. И волосы примерзли, подушки. Ну, просыпаюсь, и аж эта голова аж болела, вот именно место. И волосы вот просто инеем пошло вот по палатке. И получается, головой к палатке, к этому брезенту Примерзла. прилился. Конденсат замерз, наверное, Да, получается. и прям волосы примерзли. Нифига себе. Ну, я встал, я за голову схватился, а оно болит, вот прям как будто ударили по голове, такое ощущение, вот больно аж было. Ледяная, да? Ну. Хоть бы в шапке спал. Голова у меня лысая, так это, всегда в шапке. И в землянке-то, вот когда жили в землянке, там тоже получается в шапке всегда. Бывает это, просыпаешься, вокруг все блестит. Круто. И не вот прям по этим. Красота, да. Так, ну что, за ужином
А И маленькие спальники хорошо спасают. Возможно, что и при минус 30 можно. Как бы я поверю. Нет, тут-то я, да, в трусах спал, разделся. Как-то, мне кажется, даже в трусах теплее, чем в одежде. Ты теплоотдача идет. И как бы нормально. Народ уже прикалывается и все, говорит, сдаем самогонные аппараты, бежим, говорит, волосы назад. Вон, Рыбалка 29 написал комментарий: идем и сдаем самогонные аппараты, вон, это я пробежал, волосы назад, и ржет. В основном, да, слова поддержки. Максим Петров. Гена, с наступившим Новым годом. Здоровья, счастья, благополучия. Ты молодец, что готовишь напиток своими руками. Полностью тебя поддерживаю. Наши отцы, деды и прадеды делали это, и мы должны. Ведь традиции нельзя нарушать. Да хранит тебя Бог. Спасибо, Максим Петров, за поддержку. Второй комментарий. Искренне уважу к тебе за твои толковые, правильные, мудрые мысли, советы, умение убеждать и доносить истину. Сергей Мухин. Геннадий, будь здоров. Ну, видишь, комментарий. Оставайся таким же простым мужиком. Конечно, останусь. Куда уже? 50 лет люди уже не меняются, я так считаю. Павел Осколко вот написал тоже: привет, Гена, на Новый год пил хреновуху с медом. Для меня это, наверное, идеальный вкус. И да, после самогона магазинскую траву больше не хочется. Да, это Разница точно. есть, да? Это точно. За это надо выпить. Скажи, никто не возражает, да? Так, а где у нас? Так, что, как обычно для сугреву, Да. перцовочку, да, сначала? Так, держи. Сейчас я... Тут интернет пока поймали. Терять его нельзя. Нет, ладно, что, неделя пройдет, я опять в лесу где-нибудь в избе буду, а Серега сказал, все, на работу, и Там потом, я буду только вспоминать, как... потом до апреля, в апреле приедешь, может быть, куда-нибудь сгоняем. Буду вспоминать и думать, это на самом деле было или это все мне приснилось. Было. Потому что там, ну, обстановка совершенно такая чуждая. Вот, ездишь и... Но тепло. Ну, там уже будет не тепло. А, сейчас куда идти, там тоже Сейчас в холодно, да? Новокузнецк там. Я смотрел вот по интернету, там климат у них вообще адский. Он, во-первых, меняется, там погода может 5 раз за день поменяться. И воздух, ну, плохой воздух, засоренный уже, там заводы какие-то стоят. Вон, комментарий Анны Беспаловой. Геннадий, привет. После перцовки сразу видно, как прогрело, лицо сразу раскраснелось. А из этих отходов можно окуней прикормить. Это я так думаю, что необычное... не загрузилась до конца. Так что перцовочка, Анна Беспалова, это я так думаю, а что необычно, пропитаны рыбацким напитком. Так что завтра пойдем прикармливать окуней наших озерных рыбацким напитком. Да. Давай. Попробуем. И с друзьями тоже вот так вот. Ну, все будет завтра. Пока сидим вот, поговорим, поедим. Еды набрали. Приехали с одной ночевкой, набрали еды. Серега, наверное, взял с расчетом, что я ничего не возьму. Ну, и я взял с запасом, короче. Ну, неделю, не неделю, но дней 5 можно жить просто припеваючи. Это 2 банки супа, яйца, вот, до сих пор вот куриные окорочка, это отбивные, Это да? котлеты. Куриные, да. Котлеты, много-много вот салаты всякие, много всего, очень много. Холодец. Холодец, да, и Серега взял. У меня там макароны еще с мясным тортом. В общем, продуктов набрали. Можно с избы сидеть и есть, и есть, и есть. Да. Что мы и делаем. Что там с градусов у нас? 36,1, да? 37,4 пока самое холодное было. Надеюсь, холоднее не будет. День короткий, а потом вечер коротать, что сиди да ешь.
Ну да. Не, клевало бы ночью, можно было, да, палатку Да. поставить. И лови себе, пожалуйста. Но видишь, что-то не хотелось, вот мы залили, сейчас промерзнет и будет уже нормальная. А так вот это сверху вот такая корочка. Представляешь, мы палатку сейчас расстелим, зато печку будет тепло. Она И, осядет. и бульк туда, и будем в воде. Пусть лучше вот слой, вот сколько, Да. сантиметров 20 замерзнет за ночь, все равно, наверное. Да. Завтра видно будет. Хорошо греет. Просто замечательно. Главное, вот я вот 3 рюмки выпили. Прокатились туда-обратно и как-то Что, развеялись? все выветрилось. Так ни хрена мгновенно. такой мороз, попробуй нагреть этот Да. мороз. До озера доехали, уже все. Что так есть? Диванный теоретик, практик. Даже такие аккаунты ники есть. Эй, Геннадий, так хорошо сказал, мы попробуем. А сам, так сказать, в одну харю. А мы смотрим и радуемся за человека. Ну, я же мысленно как бы с вами, вон. Пробуйте, пожалуйста, нам что, жалко что ли? Да, Серег? Когда-нибудь прогресс дойдет до того, что можно будет запахи, вкус передавать через расстояние. Вот Серега же тоже сначала так визуально, там через телефон, через телевизор, а сейчас вот сидит и пробует. Ну, чудеса случаются новогодние. Игорь Александрович, Геннадий, с Новым годом, с новыми напитками. Так держать в этом году. Удачи во всем. Игорь Александрович, твой напиток экономно, помаленьку. Действительно эликсир, действительно бальзам. Камалых Игорь Александрович. Так. Жизнь жестянка. Гена, для дегустации надо имбирь между стопками закусывать, чтобы точно вкусы уже различать. Вот так вот. Будем знать. Саня Калиновский, привет. Чуть слюной не подавился. С наступающим Рождеством. Сань, еще немного, и ты будешь сам пробовать эти напитки. Уже на Рождество. На Рождество день рождения сына, так что придешь поздравить и попробуешь. И перцовочку, и бородинскую, и абрикосовку. Всего понемножку. Там будет что попробовать, это точно. Сергей Петушков. Привет, Геннадий. По поводу самогонных аппаратов, это пуля. Так что гнали и будем гнать. С Новым годом. Ну дай бог, если так. Просто сейчас сделаю короткое включение. Если, в принципе, WhatsApp, если раз посмотрел, оно должно, да, показывать. Оно в памяти телефона. Так. Остановились на Руслане Енальеве. Про запрет самогоноварения, это все фейки. Как варили, так и будем варить. Давай дочитаем все уже. Олег Холин, 6 января 12 с прошедшим Новым годом. Привет, Геннадий. А ты гурман. Я за тебя. Самое главное, чтобы не болела голова. Огромное здоровье. Здоровья тебе, Олег. Самое главное. Если знать меру, вот свой напиток, если меру знать, болеть точно никогда не будет ни голова, ни самочувствие. Все будет нормально. Дмитрий Ком. Привет, Геннадий. Все, класс, здоровья тебе. Виктор Наумов. Респект, напитки, огонь. Валентин Чупров. Бурлон, Геннадий, да у тебя там целый завод. Вискарь бы Джим Бим. Вискарь я попробовал. Мне Андрюха сейчас вот то, что приезжал, подарил вискарь. Его надо пить с колой. Ну, как коктейль делать, да? Да, разбавил, попробовал. Скажу честно, не кривя душой, не понравилось. Я давился, 2 эти бокала с колы выпил, потом попробовал чистоганом, вот стоит эта бутылка. Ну это, знаете, вот этот любителя, виски да. с колой, он больше
как сказать, он молодежный напиток такой идет. Ну, эти, Они знаешь, распространены вот в каких-то кабаках, там вот в клубах, вот это вот виски с колой. знаешь, вот ассоциация Популярно. с чем? Вот тряпка, когда лежит грязная, особенно молоко, вот вытерли, на столе лежит, вот запах тряпки, вот сразу ассоциация, вот, ну, я не знаю, когда я это допью, если вообще ничего не будет, вот теперь стоит она там на огне. Так что, Андрюха, не обижайся, ты просто, наверное, не знал, что это за напиток, ну, не знаю, на любителя, на любителя. Чисто мне вот это виски не понравилось. Валентин Чупров, Бурлун Геннадий, так, это мы читали. Вот эта тема тоже от него, Валентина Чупрова. Владимир Жуков, молодец, так держать. Самоделкин рыболов из Магочина. У некоторых до настойки не доходит, на ранней стадии выпивают. Ну, бывает такое. Лично у меня где-то около 3 недель она стояла. Даже на Новый год не дотронулись. Миша Малышев, это наша тема. С наступающим Рождеством. Миша Малышев, это у нас тоже дружбан канала. Уже сколько лет вот комментирует, постоянно помогает, поддерживает. Сан Саныч, Гена еще и бутлегер. Бутлегер. Что такое бутлегер? Ну, что-то с бутылками, наверное, связано. Артур Мельник. Да, клей вообще жесть. На сверло спирт выделяли. Сколько подохло народа. Представляешь, клей БФ вот наматывали на палку. Старики рассказывали. И пили вот эту отраву. Тоже в деревне у нас умирал народ даже. Юрий Яковлев. С наступающим. А спирт рояль. Глушили сколько его. Ну, я бы не сказал, что он... Я сам его пил в свое время по молодости, но спирт вроде, поначалу тем более нормальный спирт, рояль был, рояль, кристалл, потом пол-литровые с 2 орлами вот спирт были, они так нормальные были, водка по 45 градусов продавалась. Ну, самогон лучше по-любому. С наступающим праздником Рождества Христова Юрий Яковлев поздравляю, спасибо. Сергей Перегудов, а рыбацкий лучше. Ну, рыбацкий, он и есть рыбацкий, он и крепче. Там 3 стопки выпил, вот особенно когда вот один в одного сидишь, раз, два, три, и все, больше уже не надо, у тебя уже там в компании, да, пол-литра можно еще, а так одного. Ягморт пишет у нас, боярышник лучше будет или Вита Сеп получше будет? Вита Сеп. Это уж что-то витамин какой-то, что ли? Вита Сеп. Василий Литвинов. Привет, Геннадий. Не знаю, как у нас Новый год наступил 5 дней назад. С наступающим Рождеством Христовым. Всего наилучшего, здоровья, успехов. Ну, у нас тоже 5 дней назад наступил, Василий. Так, ничего себе, патронтаж. Патронтаж. Жизнь жестянка пишет. Так. А теперь прослушаем тот ролик, который мне отправил. Я уже не помню, кто мне отправил. В принципе, наверное, должен был. Техника приветствует, друзья. Сельский час на экранах ваших смартфонов. И, как всегда, с вами лидер фронта освобождения голубого неба от нашествия грозовых туч Кубанас Колхозанос. Вести с полей полетели. Эта новость вас ошеломит. Послушайте, если вы не знаете еще. Постановлением руководителя Росалкогольрегулирования Дмитрия Медведева с 1 января 2022 года в России вводится запрет на продажу и использование самогонных аппаратов. С прилавков должны быть изъяты товары этой группы, а приобретенные россиянами ранее аппараты положено сдать в полицию 1 января 1 февраля 2022 года. Ну, хоть побухать на Новый год разрешили. Вы на святое, сука, замахнулись. Забрать у людей самогон. Блять, ну, ебать, вот правда, чем ближе к краху империи, тем безумнее законы. Вы на этих 150 наркомовских наши деды, блядь, до Берлина доползли. Ну, в России что-нибудь делается без водки. А вообще, ну, чем вы руководствуетесь? Сейчас я вам расскажу, чем они руководствуются. При принятии этого решения мы руководствовались сразу несколькими соображениями, чтобы сомневался. Прежде всего, главная задача нашего ведомства – прекратить оборот контрафактной продукции. Самогонщики завалили контрафактной продукцией, да, прилавки. Про осетинский спирт уж нихуя не слышали. Это все самогонщики, это все они негодяи, ну пусть. Второй наш приоритет – здоровье граждан, которые заслужили право потреблять алкоголь с акцизной маркой. В натуре, что ли, ебать? Вот как вы о моем здоровье беспокоитесь. То жижу мне какую-то хуячите, то
ваша акцизная марка, оказывается, ебать, как, блядь, заботится о моем здоровье. Нихуя, что если я возьму самогонку, сука, которую я поставил, блядь, на винограде, на сливе, на яблоке, блядь, добавил туда сахарка, если хуево вроде дрожжей, я знаю, что там. И вечером мы сядем с зятем за ужином, ебанем 0,7 на двоих, встанем трезвые за стола, утром сядем за руль и поедем заниматься своими делами. После 0,7 вашей акцизной, блядь, водочки, я хуй его знает, проснусь ли я вообще завтра. А если проснусь, то у меня во рту переночует, блядь, стадо кошек, и рыгать я буду, блядь, до обеда, и, блядь, жить с одной мыслью, как же, когда же там уже вечер, чтобы, блядь, попить пиво, чтобы меня хоть чуть-чуть, блядь, попустило сюда. Ну вам же все мало, блядь, вам же акцизные сборы, блядь. Ну и третье. Поддержать бизнес, теряющий доход из-за использования самогонных аппаратов. А тот бизнес, который был построен на продаже самогонных аппаратов, им куда надо? Торпеднуть? Им в полицию надо отнести. Похуй, что самый маленький из них стоит, блядь, 5000 рублей. Надо сдать все в полицию, блядь. Ну, у нас же все по-русски делается, да? Ну и, конечно же, важно собрать налоги. Ведь налоги это новые школы, больницы, дороги и QR-коды, сука. Ради них вся движуха. Ух, сука, уважаю, блядь, уважаю. А вы что скажете на этот счет? Напишите свое мнение. И смех и грех. Вот вроде он говорит, как бы это все по приколу, но это в всё жизни, в жизни да. так оно и есть на самом деле-то. Вот я не помню, кто же мне это отправил. Я посмотрел, вот в WhatsApp раз посмотрел, и у меня как бы осталось. Ну, мужик правильно говорит. Правильно, да. Все, у нас действительно дурдом. Действительно, вот так оно и есть. Чем ближе крах империи, тем дурнее законы, блин. Вы бы лучше бы боролись бы, я не знаю, мы продукты даже едим, которые сейчас в магазинах продают, и непонятно что. Которые не портятся, да? Да, хлеб, который может месяц лежать на прилавке и выглядеть как свежий. Колбаса, которая срок годности 2 года, да? Да, вот за это никто не переживает. Не, я говорю, хоть в чем-то. Ну, я, в принципе, колбасы не ем. Я очень редко, там, если уже с голодухи, там, и то там в натуральной оболочке, что-нибудь там, где там. У меня Роман, сын, херачит только в путь, я вообще стараюсь. Если у меня есть что-то есть, ну, другое, я альтернатива, если что-то другое есть, я никогда вот не буду питаться тем, что вот продается в магазинах. Есть свое, я ем свое. Рыба, картошка — это вечер. Днем, естественно, супец. Вот у нас 2 банки борща с лосятины. Ну, вот, мясо, все натуральное, все, свекла своя, картошка своя, мясо угостили, ну, лук там, все такое, все свое там, ну, ничего покупного нет. Картошка, понятно, своя уже. Ну, макароны, да, макароны мы сами не делаем, макароны покупаем где-то вот на гарнир или еще что-то там. С утра кашку, да, покупаем. Надеюсь, кашу еще не научились от макарон, поделывать. думаю, тоже не отравимся. Да. Ну вот это вся вот эта химия, это, то есть типа это... мясное, типа вот это все такое. Это все на импорт идет, и причем это ж всем выгодно, когда продукты будут лежать и не портиться месяцами. У меня парша в кармане, кинь, пожалуйста, вот это. Мне туда, в рюкзак прямо. Потому что я боюсь положить на пол, боюсь, что они заморозятся. Надо было сейчас бородинскую, сейчас опять греть будет. Это для сугрева, чтобы немножко осталось. Перцовка реально, да, сугревающая такая. Ладненько. В общем, друзья, весь вечер записывать не будем, что и как. У нас и так сегодня получилось. Ну, день заезда, он, в принципе, всегда такой. Самое главное, мы в день заезда умудрились поймать. Умудрился поймать, значит, это вот хороший знак. Случайно. Нормально. Помнишь, я тебе говорил еще, пойдем на Печору, закинем эти продольники. Какие нахрен продольники в такой мороз? Ну, да. Они сразу закоченеют, и придется потом их отдалбливать, все такое. Так что, да и как вот это червей насаживать такой мороз, они сразу колом станут. Так что продольники отставить. Ну и здесь лунки постоянно приходится черпать, да, потому что оно буквально надо... полминуты уже все лед. Я понимаю, у нас была бы неделя, да? Вот да. Тогда можно было бы там построить какие-то планы. Вот как весной вот с Серегой приехали, мы там бам-бам-бам-бам-бам, распланировали. На озеро пошли, не клюет, пошли на речку, поставили продольники, пошла мазута. Да, репс удалось. Ну вот я весной, вот как в этом году было, я весной приехал, уже все, лед пошел. Ну, весна ранняя была, да. Да. Весна ранняя. На озерах-то еще можно было что-то, ну тоже лед опасный. Вот если сейчас
опять навалит снега, мне кажется, он такой останется каша. Ты заметил, где я рыбачил, где ходил, там что-то еще или есть лед. А где-то в новом месте буришься, просто вот корочка 2 сантиметра, сверху подушка снежная, а снизу каша. Но это уже хорошо, что корочка появилась. Корочки не было, была вода. Вот когда я приезжал, я по воде ездил, а там каша была. Но очень опасно было. Теперь хоть корочка есть, можно пролететь как бы. И то местами я смотрел по своему следу, даже вода просачивается еще до сих пор. Завтра это все замерзнет, где я проехал, уже все застынет. Ну, я после того, как Дрюня утопил свою технику, я понял, насколько это серьезно. И нифига не шутки. Конечно. Я сначала, лыжи-то и беру, я сначала на лыжах прошел, ты заметил, да? На лыжах прошел. Да, каша, да, но я как бы почувствовал, со временем это приходит то, что, ну, можно налегке, по-пустому, слой снега есть, можно пролететь это ходом, но опять же, на поворотах тебя может закусить, забуриться, и ты можешь именно на повороте не выдержать. Проще так вот ехать и раз, и Чтоб вылететь. ходом, да, вот? Да, вылететь на берег, там развернуться на берегу и ходом раз. И потом это замерзло, расширять или как-то так. Ну, желательно лучше сначала на лыжах это все пройти, вот я что и делал. Лыжи вот так вот у меня намерзли, тоже морозец был тогда. Ладно, заболтались уже. Давай, Серега, молодец, что собрался все-таки, приехал. Бог с ним, с этой рыбой. Мы сам процесс. Да. Процесс будет. Завтра поставим палаточку, прикормили. Что-нибудь еще. Вот у меня такая прикормка есть, если что. Будем, растопим там печку, будем сидеть в тепле. Согреемся, пробежались, там посмотрели. Ну, будем пробовать. Ну, все-таки, да, у И меня вот... попробуем это все заснять и показать. Потому что в такой мороз снимать, это вы сами понимаете. Что перебил? Все-таки, ну, у меня большое желание расставить жерлицы. И я думаю, что поставим? все-таки что-то стрельнет все равно. Обязательно жерлицы поставим. Лишь бы живцы, вот которые у меня здесь есть, где-то, наверное, осталось у меня около 25, наверное, живцов. Если они не сдохли, мы завтра их возьмем в пятишку и с собой туда отвезем. Это все, конечно, сразу все замерзнет. Ну, если мы палатку поставим, печку затопим, это у нас все будет теплее. И потихоньку сбегать, быстренько поставить, я думаю, это не составит труда. Просто нам надо будет раньше выехать, в часиков, скажем, по темноте, в часиков 5, скажем, выехать. Чтобы можно было палатку уже расставить. Уже Палатку всё это, да. расставить под фонариком. Фонарик у меня, конечно, Где-то нам говно. надо будет, опять же, там на месте уже тоже дрова заготовить. Да, конечно. И Так что планы построили. Будет завтра день. Главное, чтобы техника не подвела. А то там уже заслонка уже замерзает, смотрю. Начала подклинивать. Замерзает уже электронным способом, уже не переключается подсос. Уже здесь надо убирать. Немного, ну, все-таки морозы, я так думаю, техника не... Любая в такой мороз что-то, да что-то где-то все равно Да. будет что-то подмерзать. Элементарно, это просто, мне кажется, в такой мороз никто и не будет ездить на технике. Дома. да, мы не одни такие, поверьте. Ну, бывает, конечно. Но... Всё Вот равно сегодня, люди да, мужик ездят. с раннего утра уже Да, на он буране. на буран сел и поехал. И как бы. Пацан, он пошел на проверку налимников на Вот лошади. мы, когда приехали утром, здесь тоже кто-то на собаке проезжал. Я слышал, вот рядом. Туда поехал? Или Да, вот по низу прям. налево, направо? Направо, в сторону, получается. в Кокчу поехал. В сторону Со Кокчи. Скаляпа, ну. Да. Ну, тоже это кто-то Валера, ехал. наверное, электрик. Ну, Так что все равно движение есть. И есть. Народ живет, люди народ. и в морозы ездят. И ничего. Опасно, ну что теперь? Он на лошадях ездит, как это что же. Там еще холоднее. Там всё. еще Ну там холоднее. видишь, там проще. Лошадь идет, ты можешь спрыгнуть и пешком пройтись. Ну, так-то Там да. свои плюсы есть, да. Да. Так что, друзья, до завтра. Спасибо за внимание. Кому-то это может быть и не нравится. Балдеж. Хотел сказать, балабольство наше. Ну, такая жизнь. Немножко вкратце взяли, показали. Рыбалка. Ну, это говорит, что, рыбалка, что ли? В избе сидите, жрете, да пьете. Ну, что теперь? И такая рыбалка бывает. Фактически же мы не просто так приехали, мы же на рыбалку приехали, правильно? Да. Даже поймали рыбу. А завтра сколько наловим. Ну, те вчера по 5 были очень большие.
Тем более здесь тайга. Лесная изба, блин. Вот эта атмосфера. Ну, сидя дома, ее все равно не понять. Вот так вот через Конечно. экран. Говорю, мне тоже как бы привычно, а тебе, да. А мне это... У меня эмоции вообще просто. Ничего, еще не раз пытаемся. Да. Так что Да, будем. Всем добра, ребят. Ядреная перцовочка. Главное потом, да? Проглотил, все. Да, и послевкусие. Вот И это вот послевкусие перец уже потом начинает просто как гореть вот это все. Как Змей Горыныч. Так что, друзья, увидимся завтра. Как получится, заснимем, покажем, расскажем. Надолго не прощаемся. До завтра. Всем пока.